Интервью в эфире башкирского спутникового телевидения. Обсуждаем приемные кампании в высшие учебные заведения республики. Сегодня наш гость – ректор Башкирского государственного педагогического университета имени Акмуллы Салават Талгатович Сагитов. Салават Талгатович, здравствуйте. Здравствуйте. Особенности приемной кампании этого года, в чем они заключаются? Ну, наверное, особенности приемной кампании этого года начались в марте, когда все учебные заведения, и школы, и колледжи, и вузы ушли на дистанционку. У нас была буквально неделя у всех учебных заведений переориентироваться, но нужно сказать, что университеты, они достаточно легко справились с этим, наши республиканские башкирские университеты. Но, допустим, в нашем университете педагогическом с 2015 года дистанционное образование уже внедрено, оно для большей части было для тех, кто заочно учится. И поэтому нам единственное, что нужно было сделать, чуть-чуть пересмотреть контент, добавить, что называется, мощностей, добавить поток, это технические вопросы. И вот та неделя, которая у нас была, мы сумели это сделать, и никаких сбоев не было. Более того, вот буквально вчера завершилась последняя защита дипломных работ, все защиты дипломных работ, все переводные экзамены осуществлялись в дистанционном формате. Это, наверное, башкирское слово есть «саир», достаточно удивительно, да, но оно действительно так и произошло. Но еще раз говорю, все вузы республики с этим справились, в том числе и педагогический университет. И все это, естественно, в рамках того, чтобы мы с вами были здоровы, чтобы наши абитуриенты, их родители, чтобы все жители республики были здоровы, и жители страны, было принято решение, что вузы Российской Федерации будут принимать документы в дистанционном формате. Мы также быстро развернули всю эту систему, заготовки у нас имелись, и сегодня мы достаточно так спокойно, планомерно принимаем документы в дистанционном формате. У нас более 2000 заявлений. Но вот буквально там в конце июня вышел приказ министра науки и высшего образования Российской Федерации, согласно которому разрешили принимать и очно. Потому что, здесь, наверное, привычка, и убедиться, что это действительно так, не все наши жители верят, допустим, что можно нажать кнопочку на компьютере, да, и все твои данные будут в нашей системе. Люди по привычке, по традиции хотят прийти с пакетом документов, его сдать и так далее, и так далее. Поэтому эту форму мы тоже предусмотрели, но с учетом именно всех норм защиты здоровья человека. И вот на сегодняшний день из 2000 заявлений где-то 200 – это те, кто пришли очно, то есть 10%. Львиная доля, а пока это дистанционный формат. В этом году плюс 66 мест бюджетных, всего их около 1700, если не ошибаюсь. Как распределяется вот это количество бюджетных мест, кто может попасть туда, да, и коммерческое обучение? Первое, что хотел бы сказать, действительно, во всех вузах республики на 10% увеличилось количество мест. 66, вы говорите, это общее, но очко у нас увеличилось почти на 100 мест, это хорошо. Понятное дело, вуз у нас педагогический, и большая часть наших специальностей – это педагоги. Это педагоги-предметники, это педагоги начальных классов, это дошкольные, это специальные педагоги, логопеды. То есть все, что связано с образованием педагогики, так называемая 44-я шифр специальности. Но, кроме того, уже, наверное, не только наш педагогический университет, но и любой университет региона, требование времени, он не остается узконаправленным только в одном, взяли какую-то стезю и в ней идем. У нас 2/3 – это педагогика, а треть – это другие специальности, которые смежные. Например, многие могут удивляться, но у нас очень неплохая программа по IT. Причем мы айтишников готовим не просто айтишник и айтишник. У нас айтишник для банковской сферы, наш партнер Банк Уралсиб, с которым мы подписали соглашение совместное, готовим таких специалистов. Вторая программа, которая тоже не менее интересная и тоже может быть несколько удивительно, что в педагогическом это есть, это наноэлектроника и нанотехнологии. Но действительно наш профессорско-преподавательский состав этой кафедры наноэлектроники позволяет сегодня на высшем уровне готовить, тем более у нас хорошие взаимоотношения с Уфимским федеральным институтом Академии наук Российской Федерации. У нас неплохие отношения с другими крупными вузами. Там партнер у нас, с которым тесно идут исследования, это «Газпром», поэтому наши ребята учатся и там. Кроме того, это экология. У нас в каждом вузе практически есть экология, но она отличается. У нефтяников одна, у классического университета другая, у медиков третья, у аграриев четвертая. У нас тоже своя экология, там она по широкому профилю. Мы единственный вуз, который в республике готовит генетиков как таковых. Да. И опять-таки творческие специальности, почти 50 лет такой специальности, как художественно-графический факультет. Да, это, конечно, все художники вышли отсюда.
нынешний очень известный практически всем, можно сказать. Это у нас и учителя музыки, это у нас и преподаватели хореографии, это что касается творческих специальностей. Ну и, наверное, самая популярная специальность не только в нашем вузе, в педагогическом университете, но и в целом по республике, это перевод и переводоведение. Ну, для сведения, в прошлом году, чтобы поступить на переводоведение, это самый высший балл среди специальностей вузов республики. Там каждый экзамен должен был быть за 90 баллов. О чем это говорит? Ну, во-первых, говорит о том, что действительно у нашего вуза в Республике Башкортостан лидирующие позиции по переводоведению, по филологии, и говорит о том, что ребятам это интересно. И действительно, ведь зачастую спрашивают, а куда мне идти поступать? Да, и сегодня, наверное, я думаю, уже немногие, все-таки большинство, наверное, определились, потому что ЕГЭ должны сдавать, но когда спрашивают, куда поступать, есть что нравится, а есть где нужно смотреть рынок труда, есть нужно смотреть специальности будущего и идти, наверное, вот в этом направлении. Учитель, я думаю, все жители республики убедились в его необходимости, он будет всегда нужен. Ведь учитель – это не тот, кто передает знания, да, это тот, кто еще воспитывает наших детей. Еще раз говорю, вот в эпоху пандемии, вот эти апрель-май уже и как мемы пошли, да, и всякие разные видео интересные присылали нам в социальных сетях, когда уже все говорят, ну когда уже школу откроют. Передача данных по интернету – это вынужденная мера, дистанционное обучение – это вынужденная мера. Она не подкреплена самым главным, она не подкреплена энергетикой человека, она не подкреплена вхождением в душу. И вот здесь наш университет, опять-таки, он единственный в республике, кто учит тому, как нужно общаться и с детьми, с маленькими, и со средними, и со старшими. И, в принципе, коммуникация – это очень большая и нужная вещь. Стоимость коммерческого обучения? Стоимость коммерческого обучения, она не превышает прошлогоднее. Это принято решение по всей стране. Опять-таки, в зависимости от специальности, начиная от 110 тысяч. У нас очное обучение идет. За год? За год, да, за год. Трудоустройство, вы уже затронули эту тему, но все-таки помогает ли вуз трудоустраиваться своим студентам и выпускникам? Вы знаете, конечно, вуз помогает. Но нам, допустим, я считаю, что очень помогли изменения в закон об образовании Российской Федерации, которые были буквально там месяц не прошел, как президент страны подписал Владимир Владимирович о том, что студенты после 3-го курса уже могут начинать работу. То есть они будут учиться на 4-м курсе, и они пойдут работать в школу. Это первое. Чем это хорошо? Это хорошо тем, что это практика. И человек уже на 3-м курсе может понять, что ему не достает, каких предметов не достает, и за те там 1,5-2 года обучения, которые ему остаются, мы можем скорректировать его индивидуальную программу. Это хорошо и для школ. Сегодня в школах очень большой дефицит учителей. У нас очень большой дефицит учителей по математике, по физике, по информатике. Начальные классы – это просто, ну я не скажу катастрофа, потому что все-таки мы еще как-то справляемся, но нам нужно приложить очень много усилий, причем не только нашему университету, но и Министерству образования и науки нашей республики. Сейчас мы эту программу разрабатываем, чтобы целевиков готовить, чтобы ребята знали, что они будут работать после школы. Это очень важно. Поэтому здесь мы, еще раз говорю, по трудоустройству у нас есть и свой центр занятости, своя биржа труда в университете, и мы на постоянной связи со всеми отделами образования, со всеми техникумами, то есть со всеми организациями, для кого мы готовим и учителей, и не педагогов. Мы со всеми на тесной связи, и процент трудоустройства у нас средний достаточно неплохой, под 75%. В каких государственных программах могут участвовать выпускники БГПУ, если они идут работать в сферу образования? Да? Что здесь предлагается только здесь, вот только в этой сфере? Ну, здесь вот, наверное, в первую очередь это те проекты, те программы, которые направлены на привлечение молодых учителей в сельские школы. Да? Это те «Земский учитель», федеральная программа, республиканская программа по дополнительному образованию, по родным языкам учителя. То есть вот этот набор, опять-таки, еще раз говорю, ценность учителя очень важна, и компетентный учитель очень важен. И республика это понимает, и поэтому дополнительно постоянно придумывают и материальное поощрение, и моральное поощрение. И в отличие от многих других специальностей, те, кто заканчивает педагогику, имеют шанс поучаствовать в этих программах. То есть 1 000 000 рублей, 600 000 рублей. И я считаю, это хорошее подспорье для выпускника вуза, вот, кто только сегодня заканчивает университет. Ну и регулярно проводите профессиональные конкурсы, учитель года. Ну, это, конечно, я говорю, это уже как моральное, но мы вот в то же время сейчас смотрим повышение квалификации учителей. Очень важная вещь. Причем наш университет начал подходить к этому немножко с другой стороны. Мы учим не только предмету, да, повышения квалификации. Кстати, у нас на это настроена магистратура, особенно заочная, именно для учителей, кто уже работает, кому нужно
нужно компетенции свои чуть улучшить, увеличить, освежить, что называется. Мы не только предметную базу данных даем, мы не только даем педагогику, может быть, не столько предметную и не столько педагогику. Мы даем проектное управление. Без этого сегодня практически невозможно. Этому надо учить учителей, чтобы они завтра учили этому детей, чтобы дети по выходу из школы уже знали, что такое проектное управление. Мы учим бережливому производству. Это только внедряется, по большому счету, у нас в стране, но это очень необходимо. Мы сейчас вуз переводим на эти рельсы, это что называется, да. У нас хорошая практика есть с Демским районом, с Демской администрацией, где мы действительно, это программа бережливого производства направлена на то, чтобы уменьшить затраты, любые затраты на те или иные действия. Вот мы раскладываем каждый процесс по полочкам и смотрим, где лишние звенья, где что-то не хватает, где нужно чем-то помочь, а где наоборот, еще раз говорю, лишние бумажные волокиты. То есть мы этим занимаемся. И вот таким вещам, которые, может быть, напрямую и не связаны с учительским, в нашем том понимании, с учительской профессией, мы этому учим учителей, чтобы они действительно могли организовывать и свою работу, и учить ребятишек, сегодняшних школьников, этим процессам. Салават Талгатович, у нас, к сожалению, время выходит. Если вы сейчас обратитесь к абитуриентам, что бы вы им могли пожелать? В первую очередь, наверное, не только и абитуриентам, и всем телезрителям, это здоровье. И всем нам здоровье, потому что, на самом деле, 2020 год показал, что здоровье очень большая ценность, и о нем надо беречь и самому себе в первую очередь. Второе, это сегодня ребята сдают ЕГЭ. Не нервничать, не переживать. Я уверен, что большинство из них, и республика показывала всегда хорошие результаты по ЕГЭ, и в этом году также будет. А третье, хотел бы сказать, что вузы республики, педагогический университет имени Мифтахиддина Акмуллы ждет вас, и мы действительно дорожим каждым нашим студентам. У нас предоставляется общежитие и для коммерческих студентов, и для бюджетников. У нас есть 2 бассейна, инфраструктура хорошая, у нас, я говорю, 7 общежитий, 13 корпусов. Поэтому у нас отличные театры, у нас отличные студенческие кружки, спортивные коллективы. Жизнь студенчества насыщенная. Ребята пока об этом не знают, но я думаю, что наш университет позволит им ощутить, что такое студенчество в полной мере. Добро пожаловать. Спасибо, Салават Талгатович. Спасибо вам. Это был ректор Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы Салават Сагитов.